Айсауле было как бы доверие ко мне. Ну, с Алишем-то у меня хорошие отношения. Как бы мы сразу с ним как язык нашли. Вот. С Алишером вообще легко. Вот. С девчонками хорошие отношения. Просто с моей стороны нужно было больше как бы движения, больше именно проявления. Вот, потому что хочется, чтобы все были в дружбе. Уже как бы сколько было битв, не хочется больше войны какой-то. Вот, поэтому я понял то, что я отцу так спокойнее. Практически в одно время Турсен доверил Цесну Алишеру, мужу Айсауле. Тебя назначили сюда. И вы оба молодые. У вас нет опыта руководить большим производством, да? Вот вы делитесь друг с другом с Алишем? Конечно. Мне кажется, ему также непросто. Ну, я вот говорил же, Алишер большой молодец. У него помимо работы еще семья, как бы 3 дочери, супруга. Это я здесь, у меня никого нет. Я один, как сам по себе, да, у меня здесь. Вот. А у него обязательства и на работе, и дома. Он большой молодец. Я горжусь, что он так держится, то, что при этом он результаты достигает. Алиш красавчик. Вы друг друга поддерживаете? Да, он меня тоже поддерживает. Поддерживает, да? Тоже помогает? Да, старается, слушает меня. Я делюсь, когда мне там нужен совет какой-то. Алишер меня слышит, поддерживает тоже. Я считаю, что Турсен Алагузов красавчик. Он сейчас не только дарит квартиры, всех воссоединяет, помогает, да? Он еще и доверяет вам большие предприятия. Ну, да, с учетом того, что... Он мог бы доверить это управленцу с опытом, да? Какому-нибудь иностранцу, который выстраивал эти заводы, я не знаю, там где в Германии, да? Он понимает, что тебе нужно пройти этот путь, эту школу, и он готов, да, где-то рисковать, но зато это родной человек. Да, я ему благодарен, то, что я-то его доверие тоже подорвал за 8 лет. Он же как бы, у него, с доверием такой момент. Там, я благодарен, то, что он не закрылся. Вот. Ну и как и сказал, я как бы амбиции, я сказал то, что мне просто с тобой хотя бы общаться как отец с сыном. Мне не нужно там деньги, там какие-то. Главное просто, чтобы у меня есть отец, и мне уже хорошо. Вот. Но он сказал, у нас есть общие дела, есть общие цели, миссия. У нас есть миссия. У вас одна фамилия? Одна фамилия, кровь одна у нас. Вот. И он просто сказал тоже, вот у меня там, с нашей стороны Лагузовых был Оскар. Оскара не стало. Вот. И он говорит, мало родных, таких людей. Ты у меня как бы единственный сын. Он говорит, у меня есть, со стороны Баян Максатовны, это Аяру и Айсауле. Есть, Алма и Алиса. Есть ты и Амина. И если брать, в круг 2 семьи, то это 5 девочек и 1 мальчик, он говорит. Он говорит, мне нужна твоя поддержка. Я очень рада, что вы воссоединились, и что у вас такие... Это было 8 лет, да? Это было 8 лет. Мы начали общаться в апреле, 17 апреля 24 года. Это был наш первый физический контакт за 8 лет. То есть ты 8 лет вообще не видел папу? Не видел его. За это время ты поменял фамилию, да, еще, насколько я знаю? И уже вернул обратно. Молодец. Мы когда увиделись, я ему сразу сказал, что, слушай, мне не нужны твои финансовые возможности, которые, в принципе, у него есть. Мне не нужна от тебя, не нужна власть. Просто за 8 лет я потерял вот это ощущение, что иметь отца. Мне просто хотелось почувствовать, что это, каково иметь отца. Потому что это начало складываться в какую-то неуверенность в себе, в какое-то отрицание. И я благодарен Амине, то, что она помогла воссоединить именно связь с отцом. То есть 8 лет у тебя не было в телефоне
опции там позвонить к папе? Наверное, опция была, просто каждый находился в каких-то своих картинах, мирах. В какой-то обиде я там находился тоже. Вот. И которая, наверное, диктовала мне, как себя вести в тот момент жизни. Ну, хотелось позвонить? Ну, были моменты, когда я думал, то, что, блин, а как бы вот сейчас там папа бы отреагировал, бы, условно, как бы он там порадовался или совет бы дал какой-нибудь. Вот. Да, несколько периодов, да даже не несколько, я сейчас просто не сосчитаю. Как бы, ну, были периоды в жизни, конечно. Вы же жили в одном городе все эти 8 лет. Ну, нет, я же в Канаде же жил. Потом я в Москву перебрался. Ну, ты приезжал в Алмату, ты знал, что, условно, ты я- можешь там да. в Достык-Плазе, я не знаю, там где-нибудь Удивительно, как мы в не Саксе пересекались. где-нибудь Удивительно пересечься. просто. Но ты боялся этих встреч? Нет, не боялся. Я даже ждал. Я ждал. Искал, да? Я даже готовил себя, то, что вот если вот мы не общались, там, условно, 6 лет на тот момент, и как это будет, условно, если где-то мы пересечемся, ну, вот невзначай, да, как я себя поведу, какой у него будет. Вот, я даже ходил там, визуализировал у себя это в голове. Вот, то есть, наверное, даже хотел внутри себя, чтобы это произошло как-то вот неожиданно. Вот. Но произошло так, как произошло спустя 8 лет. Мне тогда было 27 лет. 8 лет вы не общались, это же про обиду, наверное, да? Ну, это про убеждение какое-то, про обиду, которую я сам себе в голове придумал, в принципе. Вот. И как я справлялся, я занимался все время спортом. Угу. Мне очень сильно спорт помогал. Потому что я очень люблю, я оверсинкер, то есть я надумывать начинаю. Меня только спорт выручал, и я не знаю, что бы со мной было бы, если не спорт. У меня есть также мои учителя по жизни, которые помогали мне преодолевать сложные моменты, которые у меня были. До сих пор помогают, там советы какие-то дают. Вот, поэтому на самом деле... Но ты сейчас не жалеешь об этом упущенном времени, что на самом деле нужно было просто встретиться и поговорить? Я считаю, это часть опыта, я ни о чем не жалею. Я считаю, да, бывают моменты, я думал, блин, ну вот могло быть по-другому, ну а что мне это даст? Ну уже прошли такой опыт. Жалеть у меня времени и сил нет на какие-то сожаления. Конечно, могло быть по-другому что-то, вот, но произошло так, как произошло. Это опыт был для всех, каждый прошел то, как смог, пройти эту дорогу. У тебя сейчас нет к отцу никаких вопросов касательно тех 8 лет? Да нет, никаких вопросов у меня нет. Никаких, нету каких-то ответов нет. Но и даже если ответов нет, я уже просто, я понимаю то, что, ну вот, у меня отец такой человек просто. Ну что я сделаю? Ну такой у меня отец просто. И все. Хороший у тебя отец? Нет, я же не говорю, что он плохой. Он у меня как бы своеобразный. Да. Он у меня отличный предприниматель, бизнесмен. Он очень много людям. Он заботливый человек. Вот. Просто, есть моменты, то, что, конечно, где-то, может быть, воспитание, там, внимания со стороны его не хватило. На племянницу свою, на Алису, на Алмушу возникает это желание тоже? Ну, когда я вижу вот эти семейные застолья, когда я представляю то, что я, стану старше, а после и стареть начну, конечно, хочется, чтобы были и дети, и внуки. 100%. То есть эта часть... Я хочу после себя оставить не только след какой-то, заводы, пароходы. Хочется, чтобы у меня были как преемственность для кого там стараться, кто тоже будет, даст Бог, людьми, которые принесут перемены в свое время, в будущем. С дедушкой у тебя хорошие отношения? С Аташкой? Да.
С ним тоже ты 8 лет не общался, да? С Ташкой мы не общались 8 лет. А Ташка приезжал в Шымкент как-то. И мне очень понравилось. У меня с ним был диалог такой. Вот. Он был таким очень откровенным. Ну, он мне сказал, то, что я вот старею. Вот. Он говорит, я допускал в жизни там какие-то вот ошибки. Вот, типа, сынок, там, не обижайся. Я говорю, ты меня прости. Ну, у нас был с ним очень такой именно душевный. Я, честно, не ожидал. Вот, но меня очень порадовало то, что Аташка приехал сюда. С Майрой он приехал. Мы с ним кушали здесь. Очень теплый был приезд его. Я очень рад, что Аташка приехал. Я очень рад, что у нас как бы возобновились отношения. Я очень рада за тебя. Спасибо.